Долина Эркени. Это одна из великих долин Якутии, на безбрежных просторах которой испокон веков рождались, набирались сил и, оперившись, вылетали из своего родного гнезда лучшие из лучших ее детей, высокие помыслами, светлые мечтами, прозорливые умом, искусные душой, крепкие духом и телом. От почтенного старца, предводителю рода, от предводителя рода достойному сыну, так из поколений в поколение передается неугасимый огонь жизни. Сегодня тот паренек, уже возмужавший, зрелый мужчина, держит путь в сторону родимой долины Эркени, окрестности которой он огласил когда-то криком, возвещающим о появлении его в этот мир. Он спешит исполнить традиции предков, поделиться своей радостью, получить благословение для своего новорожденного сына. Итак, внемлите. Внук Ильи, сын Александра, Илья. Тихтюр, в первую очередь, конечно, связан как с отцом, так и с дедушкой, но больше всего, конечно, связан с детством. До школы я каждое лето просто вместе с бабушкой мы переезжали. Непосредственно близ Тихтюра, Карапатская точнее. И проводил здесь все лето, даже с весны по глубокую осень, как можно дольше. Называли меня в честь дедушки. Дед был очень-очень рад этому, то, что называли в честь него. Вот. Ну и своего сына я тоже назвал в честь дедушки, получается, в честь своего отца, Александра. Кибиен тоосунлаха колбаабыт, алтауансунлаха тирәвде. Атыр жағы инүһүбе. Жону папа кайда кылынна. Ильяда. Ja, нэр уйбуттар эдин эте тавары хинан. Аны саарбыт жоңго ого йөрүлак болламан него. Вначале мне казалось, что я ощутил свою мать, вот, и потом уже какую-то вот мужскую поддержку. Они у меня, вот, в общем-то, были всегда заняты. Отец уезжал очень рано, то есть я утром ощущал его тепло, то есть он, видимо, целовал меня, и часов в 7 уже, наверное, выезжал, поскольку он работал в центре совхоза, и автобус уже уезжал вот в такое время. Мать была у меня фельдшером, у нее рабочий день вообще продолжался все 24 часа. То есть в любое время дня и ночи к нам могли постучаться и вот ну, забрать нашу маму, да. Конечно, я как бы в душе, ну, как бы бастовал, противился этому, потому что вот бывало так, что у нас
такой, когда все вместе собрались и ужинаем, или там, ну, какой-то вот разговор обычно вот такой бывает. И в это время там приходят, забирают, я так думал, забирают мою маму, вот, возят куда-то. Вызовной фельдшер, он дежурстваннан түбәр, акушерство үлелиген. Ол бір дежурстван с утра до следующего утра болар, оны туақтен жақтаттыр өтаған түйін. Буантан баралар, улақтан келелер, запайттан келелер, бұтықтыр, оны Актемский төт нәйдектен келелер. Оның біле түйін төтеген болар боллады. Түйін телегері кітағына. Ол хағына олақ қыры боллады, бұзар олақ қыры боллады. Было 5 лет, меня мама за ручку, я говорю, я купаться хочу. Все наши пацаны там купаются, купалка была. Вот. Мать меня отвела за ручку, и мы рядом купались, надела на меня такие резиновые тапочки, там то все, да. И сверстники, ну, там смеялись, короче, да. Вот. Пацаны вот такие же моего возраста, все прочее. Вот. Ну, мы там покупались, что-то, у меня мать же фельдшер, понятно, да, что там, то ногу порежет, там еще полотенце было, там меня потерла полотенцем, взяла за ручку и пошла. Я шел и сказал, мама, я больше с тобой никогда не пойду купаться, я буду купаться там. Вот это. Она долго меня туда не отпускала, вот, но я один раз туда убежал, потом сказал, что я там уже купался и купаюсь уже давно. Вот, ну тогда она уже как бы смирилась с этим. Больше всего еще было тогда свободного времени у моего дедушки. Он был пенсионером, и мне кажется, вот таким мужским началом приучил меня он. Когда мне исполнилось 7 лет, он уже, несмотря ни на что, на все протесты моей матери, отец там не противился, в принципе, он меня забрал на сенокос. Сено косили за протокой, и вот как обращаться там с веткой, то есть такой верткой, такой лодкой, веслом, там, как рыбачить, как там вот всем этим таким премудростям, да, первым премудростям вот сельского мужчины научил он, конечно. Отец приезжал к нам уже тогда, когда нужно было стаговать, мы это изгороди ставили и уже съезжали. Ну, отец для меня тогда немножко был он другой, какой-то продвинутый, да. А как я помню потом, когда анализирую, он же был городской, он переехал в деревню. Вот. И поэтому он не совсем оседлый такой был. Он ездил в город, да. Для него расстояния были как-то это не совсем такой большой проблемой. Он немножко там отличался от такого стандартного сельского мужчины. Потом он занимался спортом. То есть он вел просто такой, ну, я бы не сказал аскетический, но он не курил, не пил, он занимался спортом. Но вот в отличие в том, что от многих он всегда был доволен жизнью. Майгытна сымнағас кие әті. Оғыларын етейтер хүрдән қағалылар әті олаған. Ақай жөй қыра дәқтереттен саға чуғатан үйәреттен техникаға сығыран. Туғын өтің орор болла, қасығат боллағаны мотоциклы. Олағаны бәйбіт мотоцикллақ бітеледі. Оны қасығалар жаннық. Олта машиналама бүкеннен өмеге. Он үйәреттен қаян. Ерке үлетігер. И если он что-то делал там такое, вот он, во-первых, себе доказывал и показывал нам пример, вот, что при
любом состоянии там, здоровья или там чего-то, можно делать добрые, хорошие дела, настоящие дела, которые украшают мужчину. У деда был непререкаемый авторитет. И всегда мог взять любую ситуацию под свой контроль. Любые семейные вопросы решались, не могли решиться без него, такие серьезные. Мне было где-то 1,5 года, потом рассказывали все мои родственники, мама, папа, там, дедушка с бабушкой. Такие довольно-таки сложные времена были, как раз застой и так далее. Даже в деревне тогда не было, может быть, такого продовольствия крупного, поэтому там у дедушки с бабушкой всегда было свое подсобное хозяйство, коровы и все такое. И поэтому они всегда кормили утром кёрчих, там что-нибудь еще кёрчих, там на полдник кёрчих. А я всегда любил мясо. Тут заходит дедушка, и я так маленьким кулачком по столу так бах, мясо давай. Дедушка там прям с порога чуть не упал. Откуда мясо? Откуда я тебе летом мясо достану? А дедушка у нас такой был, он любил коллективно трудиться. Он соберет всех-всех-всех и едут на сенокос. И я даже помню, вот кормящая мать была, сколько там, месяца 2 Тане было. Вот ехала на сенокос, там ее кормила грудью, там это и Илюшу также. Конечно, это святое дело было. Пока скот держали родители, это каждое лето сенокос. Месяца 2 работали. Таня тоже с детства там. Причем они вот такие маленькие, года 4 Тане было. Они не отлынивают, они наравне почти со всеми работали. Техтюр – это место, где прошло мое счастливое детство. Я помню себя сидящей на заборе с мальчишеской стрижкой и гоняющей с пацанами лягушек, дойка коров по утрам и вечерам, бабушка с дедушкой еще совсем молодые. Ну, дедушка мне запомнился самым добрым человеком, конечно, как дед к внучке относится всегда, да. Он всегда был в хорошем настроении. Я помню, как он брал меня на руки и терся своей щетиной об мои щеки. Я визжала от восторга, вырывалась, но мне это страшно нравилось, конечно же. Я помню, что дед все время был чем-то занят. Наверное, только в последние годы можно было застать его отдыхающим. А так он все время что-то делал, он что-то строил, он что-то переделывал, он доделывал. Все время был чем-то занят. Когда от нас уходят родители, да, остается такое, наверное, осадок какой-то остается, что мы им чего-то не додали, не успели. Можно было там почаще ездить, можно было почаще там что-то вместе делать и так далее. Какой-то осадок какой-то в любом случае остается. Я с малого детства я ходил на охоту. Первый раз я пошел на охоту с деревянным ружьем, которое, кстати, дедушка сделал. Он мне сделал деревянное ружье. И мы охотились тут неподалеку совсем. Ходили с отцом, он меня брал с собой. Я помню, мама тогда была против, потому что я был очень маленький. Я не знаю, сколько мне было, 3 года, может, или 4 года. Я пошел на охоту. То есть папа меня посадил наверх на шею, и мы пошли. Пошли, охотились. И он меня оставлял, говорит, сиди здесь, вон там утки сидят, я пойду туда, к уткам. А ты сиди здесь, никуда не уходи. А сам обходит озеро. А, видать, ему страшновато, наверное, ребенку было. Когда, говорит, возвращаюсь, смотрю, кажется, говорит, слезы на глазах, но он прячет их, эти слезы. Потом уже, когда подрос, я уже ездил так на чуть более серьезную охоту. И первый раз я из ружья стрелял. 12-го калибра, я ему сюда поставил подушку, и он стрельнул и улетел вообще со скоротка. Была отдача очень сильная, я даже упал. И у меня был синяк на плече. А первую утку он сам добыл, без меня. Это было. И он добыл тогда самую крупную утку, крякву. Тоже был, конечно, гордый. Я точно знаю, что он помнит этот случай. Он был такой большой красавец просто. А папы тогда не было рядом, к сожалению. Он ушел там в соседние озера смотреть, и я остался. У нас тут место было, которое мы всегда... Наше место уже было, озеро, где мы всегда охотились весной.
Вот, и там прилетели две как бы утки, и я вот одну из них добыл. Ну, первое ощущение, это был такой мандраж. При Кашаже подстрелил большую утку. Ну, там, конечно, вообще радости было не у всех. А отец-то вообще, конечно, гордый такой был, что ребенок вот все-таки в 10 лет такую большую утку подстрелил. Я видел, что у него есть огромный азарт к охоте, даже, наверное, больше, чем у меня. К тому берегу ближе. Механера талақтарға. Бұл екі тұмысқа не дейбет та. Да? Тогу наоборот монитор опытта. Ага, не olur. Ben ne kim ne kadar ağaçlar? Игорь, İgilde. Ne betire var ağaçlar var. Такой заядлый охотник, рыбак, ну и вообще любитель природы, который тоже ездит везде, всюду просто уже побывал, наверное, по республике, поездил. Вот такой энтузиаст, экстремал. Он в любой момент уезжает, там сейчас и передача у него, ему очень интересно этим заниматься. То есть он нашел свою нишу в жизни, вот, и абсолютно комфортно себя чувствует, мне кажется, в данный момент. Когда человек общается с природой, у него уже появляется другая энергетика. Там ты один на один себе представлен и смотришь на себя со стороны. Вот ты можешь оценивать свое отношение к своей супруге, там, к своим детям, да? Свое отношение к жизни вообще. И вот такое какое-то философское настроение у тебя всегда есть. Чем больше находишься на природе, тем больше как-то человек, он правильно оценивает свои поступки, соизмеряет его, да, вот со своими, наверное, возможностями, своим потенциалом. Так, наверное. Поколение наших родителей, мужчин, да, в первую очередь, на их долю выпало очень много испытаний. Сначала воспитание в совершенно советской системе, потом ломка ценностей совершенная, трансформация в перестроечный период, затем попытки просто выжить в этом мире, найти себя, адаптация к рыночным условиям. Это, конечно, очень-очень серьезное испытание для любого человека. Тем более для мужчины, на котором лежит груз ответственности за семью. О профессиональных успехах папы, карьерных, тогда говорили очень тихо, наверное, еще пережитки сталинизма. Но я все равно всегда гордилась очень отцом. Работал, конечно, я и много, и иногда самозабвенно мне казалось. В общем-то, работа мне доставляла удовольствие, потому что производство и там достигнуть результатов очень сложно. То есть это экономика, и финансы, производство, здесь все вместе. Вот. И когда тебе никто не помогает, имеется в виду, так как бы на поддержку рубля не дает, то есть предприятие должно само зарабатывать все. Вот. И, допустим, даже вот когда последний раз после реорганизации в 1996 году наше предприятие заработало 30 миллионов рублей,
то сегодня оно платит налогов порядка 130-140 миллионов рублей. В 2008 году началось строительство новых технических зданий телевизионных ретрансляторов в городах Неруба, Ленск и в поселке Чекурдах. В селах Мая, Намцы и Оленек введены технические здания ГУПТа ЦТР. ЦТР — это вся, в принципе, его жизнь. Он там как пришел, так там и работал. Ну, наверное, это было, ну, как его становление, как личности, ну, как не только просто какого-то там карьерного роста, но, в принципе, как личности. И в республике уже заметные личности, такой довольно-таки пользующие авторитетом и уважением, каким-то влиянием тоже своим. Думаю, что да, ну, как вот ЦТР сыграл немалую роль в этом. Это родной коллектив. Ну, когда это делом твоей жизни становится, когда ты отдаешь все, что ты можешь отдать, тогда люди это понимают. И так много сделано. Это же было умирающее предприятие, когда вот его поставили. Его совсем молодым поставили. Возможно, думали, ну, с молодого спросу мало. Если что случится, значит, с молотка пойдет предприятие и пойдет. Вот. А он же такой вот поставил и сделал. Наша команда, она формировалась уже большинство из тех людей, которые уже там были. Но это было даже, наверное, скажем так, вынужденно даже, потому что никто к нам не шел, мы зарплату не платили. Были одни патриоты предприятия, да, вот это так сформировалось, там есть какой-то внутренний стержень, общие идеи, и уже к общей идее подбираются люди, которые подбираются по профессиональным качествам. Мы вместе с коллективом пережили очень трудные годы, когда мы не могли выплачивать зарплату там по 9 месяцев, когда у нас не было никаких денег на выплату электроэнергии, налогов. В общем, потихоньку это нужно было очень жестко планировать, чтобы выйти из этого состояния. И, ну, вот я благодарен всему своему коллективу, которые со мной, мы вместе пережили те трудные годы, и сейчас вот вышли, наверное, на достаточно стабильную вот позицию. Основной костяк, он остался. Люди не сломались тогда, когда там оборудование, там железо и так далее ломается. Вот. И оказывается, ну, я понял, и вот что такое работа в команде. Если человек один, и он не понимает коллектива, там, не понимает вот, ну, руку, вот, плечо друга, да, он, наверное, далеко не пойдет. А что такое работа в команде? Это просто сила. Вот такие выводы я вынес из той работы, с последней своей работы. Все, что есть, оно не могло быть вот сейчас таким, какое оно есть, и не могло быть достигнуто без, естественно, без моей мамы. Они во-первых, себя друг без друга не мыслят, без семьи друг друга не мыслят. Отец мой страшно семейный человек, вот, и поэтому это такой эффект синергии между двумя родителями, когда вместе два человека могут гораздо больше, чем по отдельности. Ну, если семья, если супруги есть, то это как бы обоюдное такое вот обогащение, может быть, взаимообогащение такое происходит. Вот. И как-то, ну, это как бы все-таки два же разных человека встречаются. Но я вот, проживя уже 32 года с Александром Ильичем, я, например, все-таки убедилась еще раз, что все-таки подобное притягивает подобное, а не противоположности притягиваются друг к другу. Потому что, ну, а что можно тогда общего найти? Это значит, в человеке, когда притяжение возникает тогда, когда есть что-то общее. Может быть, сначала на интуитивном каком-то уровне, а потом уже, когда понимаешь с годами,
анализируешь, что действительно приходишь к выводу, что мы, в общем-то, так сказать, дышим в одну сторону. Правильно. Он успел даже забраться. Игорь Томск. Какая? Ну такая хорошая щука. Так, вчерашняя. О, Ну что, отпустим его, да? Отпустить, еще поймаем. Саша вообще он очень семейный человек. У него вот культ семьи и отдых тоже, он вот не мыслит без семьи. Планируем вот эти сплавы, так сказать, знакомства с разными вот регионами, местами. Вот природа, она, конечно, дает большой заряд. Наша якутская природа. Мечта всегда была вот горные лыжи. И он, когда осуществил эту мечту, он был очень счастлив, и мы, конечно, все. И вот теперь мы все фанаты гор. Без горных лыж мы себя уже не мыслим. Еще и здесь пару экипировки купили, стали здесь кататься. Поэтому все выходные, пока есть возможность, мы с ним ездим, катаемся на лыжах здесь вот. И дети тоже. Ну, сын на сноуборде, дочь на лыжах катается. То есть вот это увлечение уже все семейное. Такое качество есть у отца моего, которое очень ценное. Он умеет отдыхать, в том плане, что он умеет следовать своим увлечениям и делать свое дело, во-первых, любимое дело, и делать его с таким азартом. Это большое искусство, во-первых, находить время и силу, уметь его правильно тратить на то, чем интересно заниматься. И не каждый просто это умеет. И это, конечно, привносит такую душевную гармонию в человеку. И этому вот, это, наверное, качество я бы хотела бы позаимствовать у отца. Такое очень важное. Ну, у него волевой характер. Это думаю, что и от деда ему досталось. То есть у деда был такой же характер. То есть в нем виделись такие черты. Он знает, когда нужно и что нужно сделать, чтобы там избежать каких-то ситуаций или наоборот, чтобы прийти к чему-то. Отец очень последовательный. Вот. В его жизни и в профессионале, и в семье все подвержено железной логике. Ну, недаром он физик-математик. Вот. Отец очень авторитарный, так же, как и в семье, и на работе. Он мужчина, охотник, глава семьи. И не только нашей семьи, да, вот близких, но и вообще в центре притяжения всего нашего большого семейного клана. Он беспрекословный авторитет. Вот. Практически как крестный отец, но без криминальной составляющей. Ну вот быть супругой руководителя – тяжелая работа. Особенно, если это успешный руководитель. Он такой успешный, он такой замечательный, и, значит, и супруга должна соответствовать, и дети должны соответствовать этому. И вот это вот тоже как бы не ниже той планки, которую, в общем-то, имеет, допустим, глава семейства. И тут, я думаю, ну, наверное, все-таки тут роль женщины больше. Чтобы действительно не стыдно было ему ни за своих детей, ни за свою супругу. Тут уже нужно стараться. Вот, опять-таки работа получается, да? Все время вот нужно, ну, приходится работать над собой. И, ну, это, надо сказать, что это, ну, это необходимо. Это нужно, и тем более, если это получается, то, мне кажется, это очень гармонично будет. Вот. Поэтому и нам просто, я вот, и, наверное, еще повторюсь, с детьми повезло. Ну, важнее всего доверие, наверное. Выше доверия нет ничего. Если ты не доверяешь своему ребенку, и если ребенок не доверяет своим родителям, то это там никакой семьи, ничего и не будет.
То есть нам удалось как-то так вот их воспитать на доверии. То есть если ребенок приходит домой и говорит там, где-то был или что-то там, или что-то получил, и тут его, если мы оскорбляем его недоверием, то он нам потом также тем же ответит. Это первое. Второе, это равноправие, наверное, в семье, потому что нельзя говорить, я так решил, и все, да. То есть необходимо всегда, наверное, выслушивать его мнение на какое-то решение семьи. Если даже оно не повлияет, он будет знать, что с ним считаются. Потом общие интересы. То есть если родители и дети имеют общие интересы, то это очень так сказывается на хорошем климате в семье. Мы не назидали никогда, мы вообще уважаем, мы никогда не были против избранников наших детей, да. Тане просто тоже с мужем очень повезло. Родители у него тоже очень хорошие, пожилые родители. Они, в общем-то, ровесники наших родителей. Детлев даже на немца, я скажу, не похож. У него просто бездна юмора. Он такой вот общительный, такой коммуникабельный. Ни Саша, ни я никогда не вмешиваемся. Вот решил Илюша жениться на Маше, это его выбор. Наша задача только принять и порадоваться, да? И потом уже только раскрываются же дети. И вот мы очень любим Машу. Она очень хороший человек, очень воспитанная. Она такая вот... Я иногда вот некоторые какие-то черты свои в ней нахожу. Вот. Она правильная. Это мой, наверное, девиз. Я и дочери говорю, и сыну говорю. Как вы к нам будете относиться, вот, так ваши дети и будут относиться к вам. Конфета такая. Как бы его поймать руками? Сейчас надышится, успокоится. Ой, мама. Сколько килограмм тут? Надо взвесить. Давай-ка выйдем туда. 8 килограмм щука. И работа, и семья, и отдых, они должны быть вот очень... и они должны дополнять друг друга. Они должны, во-первых, и зависеть, и быть в такой какой-то гармонии, да? Мне кажется, что мне удалось это сделать, потому что мне, допустим, отдых помогал работать. Когда я работал, мне хотелось отдыхать, естественно, и хотелось отдыхать с семьей, да. Вот это вот, наверное, такие вот очень простые, но они составляющие счастья. Бабушка, прабабушка где? Я думаю, воспитание будет моего сына проходить практически идентичному моему воспитанию. Вот. Ну и думаю, что и охота, и рыбалка тоже будет прививаться со временем. Но сейчас он подрастет. Сейчас, конечно, у детей другие будут интересы, но тем не менее, то есть с природой будет связано, думаю, много. Так передавался огонь жизни от почтенного старца предводителю рода, от предводителя рода достойному сыну. Так бескрайние просторы срединного мира наполнялись человеческими душами. Когда сын почитает мать, почитает отца и следует традициям предков, когда крепок дух, высоки помыслы, светло окружение, лишь тогда откроются невидимые горизонты, сокрытые пути.
да будет